Было святилище здесь. Раньше не видно, сказать. Но вот это вот большое здание, но что-то я не могу сказать, что здесь. Что здесь было? Возможно, здесь была большая, может, медресе было, еще что-нибудь. Потому что здесь кладбище, тут по-любому жилого здесь не должно быть. Тут что-то было такое священное. Да, я пройду сюда, посмотрю. Учащиеся школа 28, 66-й год. 66-й. Ну да, ну получается медресе или, ну пускай, значит, медресе это школа. Это хорошо. Вот написано: учащиеся РУС. Не знаю, что. Джон. Школа номер 28. Хусейн 24. 6. 66. Это выпуск. 24. Это год выпуска. 66 год. Ну ладно. Возможно, школа была. Так, ну что, я вот сейчас пойду туда. И там поднимусь туда, склепу пойду, пройдусь. Ну да. Для храма слишком большая. Медресе может быть. Медресе, это я имею в виду до 1944 года. По-моему, после 1944 года ингуши уже в горах не жили. Они вернулись в 1955-м, может. А потом уже тут в горах делать нечего. Делать нечего, потому что жилья не осталось. И переселились, да, и проще на равнине жить, там земля есть. Ну вот он, рушится все. Ну и хорошо, что никого нет тут. Вроде есть какие-то белые, что-то, но вот они, склепы. Насколько я помню, 16 склепов здесь. Но считать я их не буду. Косточки есть, но остальное в основном убрались. О, вид какой! Ну, тут еще остались вон косточки лежат. Позвоночник, череп детский, там еще один череп совсем маленький. Там он. О, тут они они засохшие мумии. В одежде я вижу все. Они в одежде лежат еще. Сохранились. Это же сколько веков они мумифицировались и сохранились. Тут я читал, что было здесь, начали, как сказать, в 1960 или 66-м еще сидела женщина сидя была с ребенком со своим. Вот она
сидела и, обнявшись с ребенком мертвой. Может, здесь даже вот. Ну, кто его знает. Вот такое это могло быть. Ну, по крайней мере, по описанию. И мужчина стоял, стоя. Я заглянул, я что-то впечатлился вот этим, вот что я сейчас сказал, вот это, что женщина стоя, сидела с ребенком умершей. Такое могло быть. Я читал, что отправляли умирающих с хлеба, они там садились, к примеру, чума там или еще что-то такое, садились и умирали в своих этих склепах, родовых склепах. Это же родовые, они каждый склеп, он произошел не кому там, не общее, а родовые склепы одной фамилии. Вот так вот. Ну что, мне понравилось. Там от ограда, я сейчас посмотрю фотографию. Вот там я вижу кладбище огороженное. И уже по мусульманскому обычаю похоронено. Столбики. А здесь что? Здесь тоже кладбище. То ли кладбище, то ли что. Но столбики стоят, наверное, как кладбище. А что здесь еще может быть? А там уже более... Вон там еще крепость. Я уже не помню, как ее звать. Память такая не очень у меня. Меня интересует, я смог бы сюда проехать на мотоцикле. Ветер дует ужасно. Тоже крыша рушится. Этот еще крепенький. Надо пофотографировать. Я сейчас уже заканчиваю. Фотографирую и сваливать домой. Ну, наверное, заканчивается мое путешествие в Волхан. Давненько я хотел. Я ожидал большего. В смысле труднее. Думал, я не поднимусь сюда на мотоцикле. Но ничего. Ну, не совсем легко, но поднялся. Поднялся на мотоцикле неплохо. Вот я вижу дорогу, наверное, мог бы сюда вплотную доехать. Так что, ну ладно. Сзади меня Волхан, селение. И, кстати, по переписи 1810 года здесь жило 30 дворов. Вот здесь вот в Волхане жило 30 дворов. Если кому интересно. Ну ладно, все.